Вслед за башенным комплексом Бишт жители и гости Джарахского района могут увидеть воссозданное средневековое поселение Морч. Эти величественные сооружения построены в XII-XVI веках. Простояв несколько столетий, сторожевые великаны от времени и капризов природы разрушились и нуждались в реставрации. Всего обновили 2 жилые и 1 боевую башню. На этом реставрация башенного комплекса не закончена. Стороны договорились, что после составления проектно-сметной документации строители снова вернутся в Морч. В рамках 2-го этапа реставрации планируется восстановить несколько жилых и еще 1 боевую башню, а также другие строения. До следующей зимы. Да. А то и дело твои. اوزه دام شروای مولنی خول اقرام اتودجی سان ده هنگ ازیک ده هنه شوا بجارنه اجی تخولی یه و این تو اپاس ندیس هنه اقرام اتو هنه آره دکای غالا جدی تعلی جای اقرام اتودجی استخولی اپاس نیش اج خلیه زیجی ادیزاتنا یه جوت اج بجارنه هیجشون بیکال دال قابل سال دولتا هیته هم دال ویل وول ایس فعالجه قشکی خذي قشكي ايش حطوا بحكي برويتك заявление шкяха бахкап. Ну давай сделаем. Давай сразу, чтобы здесь это сделать начинаете. Сделай проект. Проект. Хорошо. Второй башенный комплекс, который сегодня открывается после реставрации, это Харп. Здесь, благодаря поддержке благотворительного фонда Сафмар, обновили 4 жилые и эту красавицу боевую башню. 4 жилые башни были разрушены практически до основания. Менее года понадобилось реставраторам, чтобы вдохнуть новую жизнь в эти каменные постройки. Опытные рабочие превратили руины в такие постройки в несколько этажей. Сами представители ТЭПа никак не смогли бы выполнить эту работу. Мы знаем, что сегодня вы по просьбе главы республики осуществляете беспрецедентную, подчеркиваю это слово, программу по восстановлению наших исторических памятников. По созданию IT-школы, это многомиллиардные затраты, по строительству тех или иных социально значимых объектов. Вот от всех здесь присутствующих, Матиевых, Амирхановых, Харпхой нас называют, я хотел бы сказать вам огромное спасибо, слова благодарности. Да, Беркут Долот Алиловичу. Аламат будь своего. Давай. Надежда, мы слышим вахар, мы ждав. Могу шпарать, Баркут Дяхка, Диарес Холшин Хадяхка. مش خشون بول دخيتشون هر أبي بول دقي سايوس حيجو متشا خرسي بجي كوباشني شسклепи حيجو заканчиваю до конца حيجو تدوش проектишн حيجي проект да تدوش شلا чекка. Харп – это родовое селение Амирхановых и Матиевых. Еще в прошлом столетии здесь кипела жизнь. До сих пор остались очевидцы, которые успели застать цветущий башенный комплекс. После высылки, единственный я, который остался с этих людей, кто сюда повернулся, вот в этой башне мы жили. Представьте себе условия. Вы видите, да? Очень тяжело. Эти башни взрывали, сжигали, ломали, уничтожали. Но все равно наш дух не сломался, мы здесь. Каменное селение Харп – архитектурный комплекс со множеством исторических объектов. На его территории 4 склеповых могильника, 1 боевая башня высотой более 13 метров и 8 жилых. Когда-то они представляли собой единый оборонительный комплекс, в центре которого расположена боевая башня. Преодолев несколько лестничных пролетов, можно оказаться на верхушке самой высокой башни. Дорога эта не самая легкая, но результат того стоит. Подняться на такую высоту и не заснять открывающиеся красоты были бы настоящим преступлением. С одной стороны башни находится Столовая гора, напротив Джарахское ущелье. Этими красотами любовался и основатель благотворительного фонда Сафмар. Представляешь ощущение людей, кто здесь жил? Вот там Дударовы были внизу, где? Башня, вон она. Когда вы здесь,
Чтобы потом сюда не возвращаться, надо восстановить. По ходу, да? Ну, конечно, потому что ты здесь сейчас будешь делать, и одновременно это закончишь, и все. Кроме башни Дударовых и других обозначенных замковых комплексов, Микаил Гуцериев поручил в ближайшее время подготовить проектно-сметную документацию и на реставрацию Кашетии. А в течение 20 лет по плану все величественные сторожевые великаны Джайрахского района будут радовать нас своим первозданным видом. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Новости 24.